Это программа «Актуальное интервью». Уровень финансовой грамотности населения вырос, в том числе благодаря кризисам 2008 и 2014 годов, считают эксперты. Однако пандемия коронавируса обнажила новые риски, активизировав мошенников. Где и как повышать свою финансовую грамотность, чтобы не стать жертвой злоумышленников, как правильно распоряжаться своими финансами и приумножать их. Об этом спросим у заместителя начальника отдела организации обучения педагогов Федерального методического центра по финансовой грамотности Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Дарьи Леушиной. Дарья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, по каким критериям можно оценить финансовую грамотность человека? Ну, например, если ему позвонил телефонный мошенник и обманул, можно ли говорить, что человек финансово неграмотный? В целом, если говорить о какой-то единой методологии исследования финансовой грамотности нет, есть оценка уровня финансовой грамотности в регионах России, она отличается, есть знания, да, наше понимание основ, как взаимодействовать с различными финансовыми институтами, есть навыки, то есть то, что мы на практике применяем, и есть установки, это наше бессознательное. И вот как раз-таки, когда вы говорите, что кого-то обманул финансовый мошенник, то тут, скорее всего, не сработали именно установки. То есть человек бессознательно повелся на уловку финансового мошенника. И можно действительно сказать, что это в определенной степени финансово безграмотный человек, не потому что он чего-то не знает, а потому что у него просто не сформировалась соответствующая установка, которая бы предупредила такое поведение. Если говорить в целом, то какой уровень финансовой грамотности у населения нашей страны? В целом он достаточно высок в сравнении даже со многими европейскими странами, например, с такой страной, как Италия. И из года в год он повышается. Этому содействует, собственно, проект Минфина России, который мы реализуем. Это повышение финансовой грамотности различных категорий населения. Конечно, в первую очередь, как мне кажется, нужно работать с молодым населением, которое впоследствии будет активно использовать различные экономические услуги. Если говорить о республике Саха-Якутия, то здесь мы видим следующую картину, что как раз навыки и установки финансового поведения не сформированы, а знаний недостаточно. То есть как раз нужно реализовывать программы содержательного характера. Ну вот вы упомянули население нашей республики, а если говорить по России, по остальным регионам, все примерно находится на одном уровне или где-то все-таки уровень выше, где-то ниже? Нельзя сказать, что очень сильно отличается. Есть сформированность знаний, навыков и установок. Если мы говорим, допустим, сравнивать с Москвой, то там как раз-таки знаний достаточно, не хватает почему-то установок. Если человек все-таки изъявил желание повышать свою финансовую грамотность, то где и как этому можно научиться? Если мы говорим про педагога, то можно обратиться в региональный методический центр в соответствующем субъекте Российской Федерации. У нас такие центры созданы в нескольких субъектах. Они охватывают, собственно, почти все регионы страны. Это 83 субъекта Российской Федерации. Нужно просто узнать на сайте Федерального методического центра, какой находится ближайший к вам, и туда можно обратиться. В свое время в школах вводились уроки финансовой грамотности. Насколько они оказались востребованы и доказали ли свою эффективность? На самом деле, можно сказать, что это постоянная планомерная работа, то есть финансовая грамотность, она вводится, включается сейчас и как элемент общеобразовательных предметов, и как самостоятельный предмет. Просто нужно эту работу вести систематически, на постоянной основе, и эффект будет. То есть мы уже видим, как я уже сказала, что ежегодно повышается уровень финансовой грамотности населения. И особое внимание, конечно, нужно еще обращать на наши уязвимые категории населения. Это пенсионеры, это дети, которые выпускаются из детских домов-интернатов и так далее. Расскажите, чем будет заниматься региональный методический центр по финансовой грамотности, который открылся накануне у нас в столице республики? Региональный методический центр по финансовой грамотности в республике Саха-Якутия, он обучать будет педагогов, как я уже сказала, это школ и среднего профессионального образования в регионе. То есть это не только педагоги Якутска, собственно, обучаться могут педагоги из любого населенного пункта, который расположен на территории республики Саха-Якутия. И более того, так как сейчас программа реализуется в дистанционном формате, то, соответственно, это стало еще более доступно для населения. И мы ожидаем, что педагоги из отдаленных территорий, улусов присоединятся к программе.
Сейчас очень много предложений, особенно в социальных сетях, как приумножить свои финансы. Каким из них прислушиваться можно, а какие нужно категорически игнорировать? Сложно сказать, опять же, что есть какая-то единая стратегия, да, финансового поведения. Мы видим сейчас, что в первой половине 2020 года, это обусловлено пандемией, у нас население стало особенно активно пользоваться услугами фондовых бирж, да, и востребованы стали ценные бумаги. Это вызвано тем, что финансовый регулятор наш снизил ключевую ставку, и, соответственно, доходность по банковским депозитам снизилась. Но мы призываем в первую очередь пользоваться вот этими инструментами, ценными бумагами тех людей, которые знают, как правильно это делать, да, обладают специальными знаниями. Если вы не обладаете специальными знаниями, то мы предлагаем начать с планирования, собственно, семейного бюджета. То есть это планирование своих доходов и, в первую очередь, конечно, расходов, выделение обязательных статей и, возможно, сокращение каких-то ненужных, необязательных статей, оптимизации семейного бюджета. Ну и напоследок, какие еще бы вы могли дать советы нашим зрителям, как в это нестабильное время сохранить свои финансы и даже, может быть, их каким-то образом приумножить? Ну, есть как вариант индивидуальный инвестиционный счет, но, как я уже сказала, это такая опция для тех людей, в первую очередь, которые обладают финансовыми знаниями и разбираются в ценных бумагах, да, потому что индивидуальный инвестиционный счет предполагает, что вы будете пользоваться акциями, облигациями и так далее. И я считаю, что это более доходный инструмент сейчас, чем банковские вклады, но нужно относиться к этому внимательно и грамотно. Дарья Сергеевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью», и сегодня мы говорили о финансовой грамотности.